Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Уважаемые граждане Казахстана, мы сегодня собрались в доме у нашего покойного ветерана боевых действий на таджико-афганской границе Анафьяева Жасулан Шакирович. Рядом с нами сидит его супруга Гульзия, рядом сидят наши ветераны боевых действий, а также активисты. Уважаемые друзья, поводом сегодня, то, что мы сегодня собрались, я считаю, что это вопиющий факт того, что меры пресечения до суда против подозреваемых приняли только подписку о невыезде 7 человек. Хотя на этапе расследования было 11 человек. Вопрос в том, что у нас за малейшее правонарушение, за какие-то мелкие хулиганства людей выдворяют спецприемники в камеры, а здесь произошло убийство. То есть человек, гражданин Анафьяев Жасулан, находился дома, его забрали из дома правоохранительные органы, и непосредственно он находился в ИВС департамента полиции города Алматы. Человек участвовал на митинге, где выражал свое гражданское право против роста цен, за несправедливые какие-то решения, которые были приняты тем правительством, которое сегодня уже в отставке находится. И как можно допустить того, что человека убивают, и сегодня 7 человек находятся на подписке невыезда на свободе. Я этого понять не могу. Хотел бы вкратце сказать про нашего Жасулана. Мы с ним служили вместе в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады города Капчакай. Я был офицером, он был солдатом. Я его помню как добросовестного, дисциплинированного военнослужащего, воина-десантника. Мы с ним вместе служили на таджико-афганской границе, были в одном подразделении, в одной роте. Здесь и чисто человеческая сторона, и как командир, я считаю, что мы должны защищать своих солдат, должны защищать своих ветеранов, должны защищать своих граждан. Где справедливость? Где честность? Почему эти люди на свободе? Почему эти люди сегодня не наказаны, не сидят сегодня в камере, чтобы они не могли воздействовать на расследование, на вот эти следственные действия? Я думаю, вот эти вот расследования, следственные действия, которые происходят, наверняка это высшие должностные лица, которые были в правоохранительных органах, имеют какие-то связи, какие-то знакомства. Поэтому они сегодня на свободе, я считаю. Это неправильно, это неправомерно. Давайте расскажем вам о той степени причинения и степени тяжести, которую нанесли ему при нахождении в ВВС. Вот здесь вот я зачитаю вам заключение эксперта номер 257. В ходе осмотра тела трупа гражданина Анафьяева на теле обнаружены кровоподтеки темно-синего цвета на ногах и грудной части. На лице в районе правого глаза имеется гематома темно-синего цвета. Из носа и рта данного трупа капала кровь красно-бурого цвета. Здесь можно читать и читать. Здесь вот, вкратце перелом ребер 13, проникнутая легкая, в результате чего и произошла смерть. Перелом носа, головы, черепа, височно-затылочные, лобные, рваные открытые раны. Здесь вот был травматический шок, и смерть наступила через час после полученных травм. Я просто вот смотрю
на вот эту вот несправедливость. И у меня наводит мысль такая, почему после выступления этих родственников, которые в защиту выступили своих вот этих вот 7, принято решение их освободить о подписке о невыезде. Как это понять? Мы тоже составляем за собой право ветеранов боевых действий на таджико-афганской границе, что тоже выйдем на санкционированный митинг, на разрешенный митинг, где мы тоже хотим выразить свое несогласие с принятием такого решения. Сам президент говорит, мы должны строить новое государство, а государство с чего начинается? Вот с этого начинается, что уже несправедливо уже. При самом начале следственных действий уже люди на свободе ходят. Поэтому я обращаюсь к общественности, обращаюсь к президенту нашей страны, Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу, обращаюсь к Верховному суде, обращаюсь к генеральному прокурору. Примите меры по справедливому решению. Люди должны быть виновны, наказаны. И никто не имеет права сейчас в данный момент, тем более произошло убийство, ходить на свободе. Поэтому сегодня я хотел бы дать слово сейчас Ануар Агавам. Это вот наш активист, патриот Казахстана. Ассалаумалейкум. Жасулан бауырымызды жауыздықпенен хайуандар өлтірді. Қазір соғыс болып жатыр ғой дүниежүзінде. Соны тұтқында алғанда адамдарды бүйтіп қиналмайды. Бұл кісіні бізде Қазақстанда тәртіп сақтаушылардың өздері сөйтіп өлтіріп жатыр. Естіп жатсыз ғой қалай. Әрине бұлар жазасын алу керек. Және де ертең емес, қазірдің өзінде. Сонда біз әділеттік және жаңа Қазақстан деп айтуға мүмкіншілік болады. Әзірше бұл бізде қылмыскерлер, тәртіп сақтаушылар солар болып тұр. Біз халық, ел болып, бұны тез арада осыны шешу керекпіз. Сіздерге кім бар осы менен байланысты билікте отырғандар бұны тез арада қолға алып, мынау 7 хайуандарды отырғызу керекпіз. Хайуан деп мен тілім келіп жатыр, өйткені көріп жатсыз ғой, не жасап жатқанын. Қарапайым біздің азамат, Қазақстан азаматы өте бейбітшіл, момын бала. 6 кішкентай балалардың, сәбилердің әкесі. Хотел бы дать слово многодетной маме Гульзие, но предварительно хотел бы сказать, сегодня остались 6 детей, самому маленькому годик, 1 год. И вот как сейчас находится семья в тяжелом состоянии, находится в стрессовом состоянии. Сегодня дети ищут своего родного отца, мама не знает, что сказать, родственники находятся в депрессии, сама супруга находится в таком состоянии. Я считаю, что мы должны поддержать данную семью, поддержать те семьи, которые сегодня потеряли своих тоже кормильцев. Это я имею в виду в январе, Кантар айында бил. У нас, мы говорим, демократическое государство, мы говорим о свободе слова. Каждый имеет право выражать свое слово, и это закреплено и международными документами, международными актами. И сегодня вот такое несправедливое решение, повторяюсь, люди ходят на свободе, хотя они должны сидеть, по моему мнению, по мнению наших ветеранов и наших общественников, а также родственников, должны сидеть в тюрьме. И по ним должны именно идти расследования уже непосредственно в изоляции должны находиться такие люди. Если они убили одного человека, и это сейчас будет доказываться следствием, то где гарантия того, что они могут не совершить такие повторные преступления? Потому что уже кровь пролита, поэтому нету доверия этим людям, нету. Гузия, сізге сөз береді. Рахмет.
Мен Омарбаева Гүлзия Асылбекқызы, Анафьяев Жаслан Шәкірұлының жолдасымын. Жаслан 4 қаңтарда әділ шеруге шыққаны рас, өздерінің талабын айтуға шықты. Сөйтіп 9 қаңтар күні үйден алып кетіп, 11 қаңтар 12-ге қараған түні ЕПС-тің қызметкерлері аса қатыгездікпен, жауыздықпен ұрып, өлтіріп, сосын моргке апарып тастаған. Біз оны 18 қаңтар күні тауып алдық моргтен. Сөйтіп үйге алып келдік. Үйге алып келгеннен кейін денесінің сау жері жоқ, беті басы түгел көк ала қойдай ұрып тастаған. Сосын енді сұрайтыным әділ шешім болса екен деймін. Қазір сол 7 адам күдіктіні бұлай әлі кезге дейін жұмыстарын жасап жүр. Сол кісілерді өздерінің бір шара қолданып тиісті жазаларын алса екен деймін. Енді бұны Жасланды аяқ қолын байлап, бұндай өлгенге дейін бұлай ұрып, бұл адамдар қалай бүйтіп жер басып жүреді, жұмыстарын жасап жүреді. Енді бұған келіспеймін. Қасым-Жомарт президентімізге жолдаймын. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бізге осыны әділ шешіммен негізі 11 қызметкер болған. 11 қызметкердің енді 7-еуі қазір күдікті ретінде табылып отыр. Сол кісілерді әділ шешім қабылдап, жазаларын алса екен деймін. Енді Жаслан үйде асыраушымен айырылдым. Мен қазір өзім бала күтіммен үйде отырмын. Әділ шешімді талап етем. Әділдік болса екен деймін. Адамды сондай жауыздықпен өлтіріп, енді бұлай бейжай қарай салуға болмайды деп ойлаймын. Әділ шешім шығарып берсеңіздер, соны сұраймын. Вообще, я хотел бы сказать, что вот такой тоже вопиющий факт. Вначале, когда привезли Анафьяева Жасулану домой, и свидетельство о смерти именно было указано, умер от хронического панкреатита. Так же, да, это было? Вот вопрос, Бога, Аллаха разве не боятся люди? Как можно такие вещи делать, когда такие давать заключения, эксперты тем более? Конечно, после вмешательства органов расследования Межведомственной следственной оперативной группы, где уже серьезно занялись этим вопросом, уже, конечно, проткнутое легкое, да, там 2 ребра, которые вошли в легкое, и вот в результате чего наступила смерть через час после полученных травм. Травматический шок был, да, у человека. То есть фактически он еще час находился вот в таком состоянии. Есть экспертиза, есть свидетели. То, что руки Жасулана были связаны, ноги были тоже связаны сзади. И вот его связанными руками, ногами избивали. Это вот так, как можно ненавидеть людей, чтобы так вот издеваться и убивать людей. В таком состоянии, находясь, я не знаю, при исполнении служебных обязанностей, при исполнении своего долга, где они должны защищать, наоборот, граждан Казахстана, должны исполнять четко, быть дисциплинированными, должны быть справедливыми. Как можно не жалеть людей, я не могу понять. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим правоохранительным органам Генеральной прокуратуры. Отнеситесь к этому вопросу очень серьезно. Потому что мы, ветераны боевых действий, еще раз говорю, видим несправедливость, видим нечестность. Из 11 человек уже 7, а подписки не выездили.
То есть 4 человека уже ушли в сторону. Какая причина? Почему никто не знает, почему следственные органы так себя, не знаю, ведут, не знаю, я не могу сказать. Поэтому, еще раз повторяюсь, если не будет принято правильное решение, мы оставляем за собой право выйти на санкционированный митинг. И в каждом городе Казахстана все наши филиалы, нашего ветерана боевых действий на даже границы Республиканского Союза поддержат данную семью. Мы с ними рядом, мы никого своих не оставляем, мы всех своих защищаем ветеранов, граждан Республики Казахстан. Я просто вам еще раз заявляю и говорю, не надо шутить и издеваться над людьми. В данный момент я вижу это издевка, другого не понимаю. С уважением, Мурат Мухамедов.